исполняющий обязанности президента, премьер-министр Кыргызстана. Спасибо большое за ваше выступление. Я отметил, что ситуация, как вы сказали, в Кыргызстане стабильная. Это действительно то, чего в последние годы Кыргызстану не хватало. Но нам хорошо известно, что без стабильной ситуации в политике невозможно решать ни одну задачу в сфере экономики и в социальной сфере. Поэтому мы искренне желаем, чтобы стабильность, о которой вы сказали, была бы долгосрочной, устойчивой и пошла бы на благо развития государственности и экономики Кыргызстана. Из содержательных вещей, связанных с сотрудничеством в сфере взаимодействия по развитию как раз экономической сферы, отметил бы ваше замечание по поводу необходимости уделить больше внимания инфраструктуре. У нас конкретные есть проекты и между Кыргызстаном, Россией, Китайской Народной Республикой. Я надеюсь, что та преемственность политики, о которой вы сказали, она будет реализована на практике. Россия со своей стороны будет делать все для того, чтобы вас поддержать, и особенно в вашем стремлении действовать именно таким образом. Что касается объединения усилий в борьбе с экономическими преступлениями, тоже считаю это очень важным, поскольку в условиях интеграции транзакций, современные способы обмена информацией, перевода денежных средств и стартапы и так далее, все это часто очень находится в зоне риска, и поэтому объединять усилия по этому направлению тоже чрезвычайно важно. Я для себя это пометил. Безусловно, мы обсудим это с вами в ближайшее время в телефонном разговоре. Благодарю вас за ваше выступление.